Здравствуйте, я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. Меня зовут Ирина Кара. Радио приносит радость и музыку в каждый дом, дарит возможность познавать мир, оставаться в курсе последних новостей и самых важных событий медиа-ландшафта страны. Появление радио значительно повлияло на жизнь всего человечества. При этом мировое сообщество до сих пор не смогло однозначно определить, кому конкретно должны принадлежать все лавры за такое важное изобретение. Удивительно, но свой вклад в грандиозное открытие внесли совершенно разные ученые, причем приблизительно в один и тот же отрезок времени, независимо друг от друга. В России главным изобретателем радио считается Александр Попов, а в Италии за это достижение чествуют Гульельмо Маркони. В США славят Дэвида Хьюза, Томаса Эдисона и Николу Теслу. В Германии Генриха Герца, в Великобритании Оливера Лоджа. У нас Национальный день радио в Республике Молдова отмечается 1 ноября. Первая радиопередача на территории современной Молдовы была осуществлена 1 ноября 1928 года по сигналу радио Бухареста. С тех пор радио стало неотъемлемой частью в Республике Молдова, а у нас в Гагаузии 12 мая 2000 года впервые зазвучали первые программы, первые включения. Заработала FM-радио Гагаузии. Зазвучала музыка нашего гимна. И сегодня мне особенно гордо представить гостей, которые сидят у нас в студии, потому что уж здесь точно мы знаем, кому какие лавры нужно подарить в этом детище, потому что никак по-другому это назвать нельзя. Все эти люди, которые сидят у меня сейчас в студии, внесли самую огромную лепту в развитие радио нашей гагаузской автономии. Сегодня у меня в гостях Мария Парфенова, сотрудник ГРТ, ну а также Мария Дмитриевна с 2000 года по 2017 год руководила радио Гагаузии. Мария Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Григорий Радов, экс-руководитель телерадио Гагаузии ГРТ. Григорий Дмитриевич, здравствуйте, я вас рада приветствовать. Сегодня у нас в гостях моя коллега Екатерина Манита. Екатерина также телерадиоведущая, сотрудник ГРТ. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас приветствовать, уважаемые коллеги. Это на самом деле большой для нас всех праздник, потому как радио – это задаток настроения, это дирижер нашего настроения с утра, потому как каждый из нас, особенно в гагаузской автономии, это знаю точно, начинает свой день после того, как включит радио и начнет собираться на работу, может быть, собирать свою семью за рабочим столом. Но все-таки для наших телезрителей, для подрастающего поколения нужно и важно рассказывать, как это все начиналось. И кто, как и не вы, Мария Дмитриевна, нам сейчас об этом расскажете. Я знаю, что перед вами была поставлена задача в кратчайшие сроки открыть радио Гагаузии, и вы с этим справились на ура, но все-таки подробнее можете рассказать нам только вы, и поэтому пользуемся случаем, вспоминаем вместе с вами 25 лет. Ну, 25 лет – это юбилей FM-радио. Но основанием этому послужило еще задолго до этого. В 1957 годах здесь, в Камрате, работало радио, структура радио, которым заведовала Нина Серафимовна Голобородькая и Парфенова Людмила Васильевна, свекровь моя. И тогда в эфире «Радио Молдова» для камрадского радио было выделено всего лишь полчаса. С тех пор, с 1957 года по 90-е годы, когда стал вопрос создания гагаузской автономии, первым делом стал вопрос, что гагаузская автономия должна иметь свои средства массовой информации. И тогда было Гагаузское Долгосы. Тогда я уже там работала. И опять-таки молдавская редакция выделяла нам всего лишь полчаса эфирного времени. Мы вклинивались их в эфир. Но в 90-х годах, когда уже до 1994 года, когда уже остро стал вопрос при такой экономической и политической нестабильности, что радио – это первый инструмент для определения самосознания и для становления самосознания нашего народа, и радио должно быть, вот тогда
работал опять Гагауз Долгосында. Но недолго, это было проводное радио. И мы работали в составе, опять-таки, молдавской структуры. Когда молдавские руководители сказали, что исчезнет это проводное радио, и гагаузы должны перед собой поставить цель о создании FM-радио, было сделано тогда руководством нашей автономии очень много работы, очень много. Тогда приезжала сюда турецкая делегация, и совместно Анной Харламенко ездили они в Стамбул, в Анкару для того, чтобы создать, во-первых, основания, и для того, чтобы узнать, как же это сделать, для того, чтобы не просто создать радио, но чтобы это радио было слышимо в каждом населенном пункте автономии. И когда к власти пришел Башкан, тогда Дмитрий Васильевич Кройтер, кстати, хочу сказать, что Григорий Дмитриевич Радов работал в госканцелярии специалистом, заведующий канцелярией. И тогда была назначена руководителем нашей компании, куда вошло и радио, и телевидение, Любовь Михайловна Касым. Была поставлена уже четкая задача, чтобы 12 мая открыть радио. Любовь Михайловна меня пригласила и сказала: вот тебе 2 месяца, и, пожалуйста, созванивайся, организовывай, и 12 мая здесь должно быть радио. Но я не буду долго рассказывать. Было очень много усилий, было очень много разговоров, очень много работы. И, спасибо Богу, 12 мая зазвучала первая гагаузская речь в эфире FM-радио. А как вы справились, Мария Дмитриевна? 2 месяца. Это очень мало. На свой страх и риск, когда мне предложила Любовь Михайловна, я пришла домой и мужу сказала: я боюсь, что я не справлюсь. Но он сказал: тебя же за это не посадят. Попробуй. Ну, и я тогда... И я решила попробовать. Я хочу сказать своему мужу, он мне много помогал, потому что и в плане стройки я должна была найти строителей, которые... Ну, во-первых, Любовь Михайловна сказала: вот полкоридора, шкаф, и созванивайся и с строителями, и с турецкой делегацией, какие у них условия, какие все, говорит, факс в твоем телефоне, все в твоем ведомстве, но 12 мая должно быть радио. Конечно, в первую очередь я составила смету, строительную смету. На работы нашла компанию, которая здесь все обустроила. Самая большая проблема была в оформлении студии эфира, потому что турецкая делегация запрашивала параметры окна, с официальной мембраной звука, где сверху окно должно было быть 40 расстояния между стеклами, а к низу расширение, для того, чтобы звук звучал и не фонил. Но, слава богу, и это мы сделали. Ну, а потом я уже, когда 1 мая оставалось 12 дней, Любовь Михайловна увидела, что действительно работы продвигаются, тогда я уже всех, кого предполагала, что будут работать на радио, я пригласила. И мы сами клеили вот такие вот панели. Хотите работать, начинаем клеить, да? Сначала нужно поработать. Все делали. Только техническую часть. Приехали 2 специалиста, и за 3 дня они нам поставили. Поставили 1 компьютер, поставили пульт, все поставили. И хочу сказать, что Николай Макарович тогда, который был заместителем Башкана. Николай Макарович Стоянов, да. А он, когда пришел на открытие, он сказал: честно говоря, я даже и не думала, что 2 женщины смогут открыть радио. Но, слава богу, оно открылось. Но вот 12 мая произошло открытие, и мы теперь имеем, что имеем. Здорово. Благодарю вас, Мария Дмитриевна. Я хочу отметить для наших телезрителей, что Любовь Михайловна Касым была приглашена сегодня в эту программу, но по семейным обстоятельствам она не смогла сегодня присутствовать в этой программе. Мы звонили, приглашали, поздравляли. Григорий Дмитриевич, ваши воспоминания, как вы восприняли всю эту ситуацию и как помогали развитию? Я скажу, что я сюда пришел на радио и телевидение, пришел в 2001 году после Любови Михайловны. Она уже не работала, она, по-моему, была уже на декретном отпуске. И мне Кройтер Дмитрий Васильевич предложил вместе с Киндегляном, говорит, надо там занять место и надо поработать. И я пришел сюда, тоже небольшой специалист, потому что меня учили здесь некоторые уже работали, с ними учился, были специалисты из Турции, и мы совместно начали делать работу. Была задача о том, чтобы
радио Гагаузии было слышно на всей территории Гагаузии. В тот момент, когда я пришел, оно было только для Камрадского района. Вот вышка была, и вот на вышке был передатчик, он только вещал на Камрадский район. Задача была сделать так, чтобы радио было слышно во всех населенных пунктах и за пределами Гагаузии. Турецкая республика нам подарила 3 передатчика мощных, которые мы должны были разместить в Камрате, Вулканешнике и Чадырлунге. Проблема была, где их разместить, и проблема была, как сделать поляризацию, потому что они были настроены вертикально. А нам нужна была горизонтальная. Я об этом не знал, но у меня один специалист с Кишинева сказал, что говорит, если вы хотите, чтобы радио слышно было во всех селах, и чтобы ее слушали и в машинах, то должна быть полярная, то должна быть горизонтальная поляризация. И мы начали работать над этим. Кишинев не хотел нам давать полярную, эту горизонтальную поляризацию, потому что... Почему? Потому что тогда радио слушали бы везде, и в машинах тоже. А так, если вертикально, то это слушаются там транзисторы дома или так далее. То есть, не знаю по какой причине, но они нам не хотели давать. Пришлось очень долго ездить в Кишинев, туда-обратно мы создавали эти проекты, ходили, их защищали, долго, нудно. И большое спасибо инженеру с вышки Жигалко Николаю Ивановичу. Он меня научил, говорит, я знаю, как это сделать, но надо ехать в Кишинев. И мы с ним сделали пару выездов в Кишинев, узнали людей, узнали, как к ним подойти, и подошли как надо. Собрались, поехали, загрузили машину, и мы буквально за 5 минут все 3 передатчика сделали горизонтальной поляризации. Привезли, потом были специалисты из Турции, которые нам помогли их установить, и уже через год наше радио звучало во всех населенных пунктах. Вот эту задачу мы выполнили. И благодаря сотрудникам здесь работникам радио, которые здесь проделали очень большую работу, потому что если в первые дни, первые полгода радио на гагаузском языке звучало только пару часов в день, и задача была ее уширить, увеличить. Мы над этим работали, мы собрали коллектив, мы делали разные интерпретации, вместе с сотрудником продумали разные варианты, как приглашать людей, приглашали детей маленьких, которые пели песни, которые рассказывали стихи. Привлечь внимание, да? Устраивали разные конкурсы. Вот, допустим, если хорошо заняла какое-то место, у нас были договоренности, тебе давали кассету, диск и так далее. Ну, такие вещи. Чайник, я знаю, один мальчик выиграл чайник. Он был так рад, что выиграл на радио, выиграл целый чайник. Ну, вот такие вещи нам пришлось проделать. Григорий Дмитриевич, сколько лет вы проработали? Я работал здесь с 2001 по начало 2004 года, где-то по март месяц. Практически 3,5 года, да? Да. Потом меня опять избрали примаром в селе. И ситуация была такая, что поменялась власть в Гагаузии. Но вы всегда были близки к нам? Ну да, я всегда, я и сейчас часто сейчас. слушаю, смотрю. И иногда критикую. Тоже надо. Ребятам говорю, почему нет у вас связи? Ну, сразу находят, говорят, чего, Громович, вы связь наладили. То есть нормальное явление, хорошо. Спасибо большое, Григорий Дмитриевич. Екатерина Михайловна, как все начиналось для вас? Вы знаете, Ирина, сейчас я сижу на месте интервьюируемой, для меня это очень непривычно. Ну, вы должны, наверняка тоже понимаете это. 25 лет, они пролетели прям как 25 месяцев, дней, не знаю. Но вот Григорий Дмитриевич вернул несколько меня все-таки в 25-летнюю давность, сказав кассеты, диски. Честно, очень Уже не помню, давние, да. И гаджетами их трудно назвать, и все же. Приятные воспоминания, конечно же, и всегда приятно то, что было в жизни каждого человека, причем что на одном месте. Безусловно, что важная роль, важная задача отводилась развитию гагаузского языка. Ну, а в этом деле я не мастак, просто говорю. И открыто об этом говорю. В принципе, за 25 лет, думаю, что многие зрители и слушатели уже об этом знают. Но я всегда за то, чтобы гагаузский язык звучал красивым и правильным. И не только гагаузский язык, но и русский. Потому как до сих пор есть еще проблемы
с произношением русского языка, в частности, средства массовой информации. Уши рвет, ребят. Ну, думаю, что люди понимают, Ну, над всех у чем, нас над бывает чем надо таких- работать, Я согласна. Вы просто Но как, мы, вы как я просто хочу... филолог слышите Нет, я не больше. филолог, я просто потому, что мы развиваем, образовываем и, что, Мария Дмитриевна, Продвигаем. и Учим. развлекаем еще. Да, Ну, в смысле... в Несем этом, культуру нет, массы. да, это в этом роль средств массовой информации. Вот. Девочки, конечно, позвольте так пофамильярничать, потому что за 25 лет мы стали семьей. Галина Ивановна Моресева, Мария Дмитриевна Парфенова, Наталья Степановна Андрееш. Это, ну, не знаю, столпы, наверное, гагаузского радио, которые говорят на гагаузском языке и говорят, ну, действительно уверенно, правильном. И, с моей точки зрения, красивом, мелодичном, колоритном гагаузском языке. И это их роль, это их задача, с которой они блестяще справляются на протяжении 25 лет. Мне кажется, и без их голосов уже гагаузское радио, не гагаузское радио. Это уже, это, знаете, когда долгое время не бываешь на родине, приехала, включила и услышала что-то Но вы родное, знаете, теплое. Это визитная карточка. Это, безусловно, так и есть, но они тоже над этим сами работали. Изо дня в день, из каждый день новый словарь, новые слова, новые какие-то словосочетания, фразы из народа. То есть все это девочки между собой обрабатывали, обговаривали. Ну, Марья Дмитриевна не даст соврать, как одна и та же фраза может звучать в Камрате в одном варианте, конечно, другом совершенно населенном в пункте, другом. да. Но хочу вернуться, потому как получается, что моя роль вообще нет. Мы тоже говорим на русском языке, и мы всегда это делали. Даже девочки, говорящие на гагаузском, мы всегда за то, чтобы, если звучит язык, тем более на радио, он должен быть чистым, красивый. он должен быть грамотным. Вот, то есть работа в этом плане у нас всегда была, и думаю, ну, безусловно, что были промахи, были косяки, не без этого, и мы даже собирали свои перлы, что звучало в прямом эфире, когда не так было произнесено. Вот, ну, вот такая вот Ну, у 25-летняя всех у нас история. есть Да. Но не файлы. все их собирают. Наши ребята помогают нам. У меня тоже есть свой файл. Ну, у меня тоже папка большая, потому что в основном мои программы были в прямом эфире. А то, что Ну, Воробей, Екатерина да, Михайловна, мы знаем, у кого больше всего таких файлов есть, да, в нашем коллективе. И слава богу, что они есть, потому что для нас самих это интересно. ну, потому что не Это только наша работа, Да. а в работе надо находить удовольствие. Благодарю вас. Мария Дмитриевна, скажите, пожалуйста, вот за эти все годы все-таки как изменилось радио с точки зрения техники, с точки зрения творчества, даже и по содержанию, наверное, потому что все-таки я так думаю, я не знаю, какие программы, какая сетка вещания у вас была изначально, но зато знаю сейчас, как устроено радио. Вот кто это все лепил, можно так сказать, потому что на самом деле, как я понимаю, изначально все было в тестовом режиме, вы наблюдали, считали, смотрели, какой контент интересен телезрителям, что люди смотрят, что желают. Ну, радио очень, конечно, изменилось. Если считать, что в 2000 году, когда мы открыли радио, у нас, чтобы наши телезрители понимали, у нас было 2 диска Сиринсу и 5 турецких кассет. И все. Музыки в основном не было никакой, не говоря уже о гагаузской музыке. И когда очень было сложно работать, когда мы делали новости, это уже даже чуть позже, когда мы начали делать новости, девочки ходили, у нас был один такой большой магнитофон, тоже представленный турецкой делегацией, и с кассетами. И девочкам, которые делали новости, им нужно было выставить эту кассету на ту минуту, с которой начиналась речь. И оператор, который сидел на эфире, пока диктор говорил, представлял, о чем шел материал, он должен был успеть вытащить старую кассету материала и поставить новую и включить. Это было очень большое напряжение. И был один-единственный компьютер, который, когда привезла нам турецкая делегация, они у нас были всего лишь 1,5 дня, показали, как он должен работать. Включать, Выключать, и как монтаж делается. Монтажером был мой муж Вячеслав Парфенов.
И я хочу сейчас ему выразить большую благодарность. Он был мне очень большой поддержкой, потому что он очень много, так скажем, я на нем срывалась, когда что-то не получалось. А не получалось многое, потому что нам показали, как делать монтаж, и они уехали. И мы, я помню, с коллективом, может, Катя тоже не даст соврать, мы сидели, вот рабочий день уже закончился, 5 часов, а мы до 9, до 10 все сидели и методом тыка и пробовали, как делать монтаж, как делать то, как делать это. Сейчас, конечно, это небо и земля. Сейчас оборудование, сейчас технологии, сейчас всякие программы, которые даже ты можешь прослушивать. Вот девочки сейчас включают интервью, и тут сразу идет печатание, текстовые варианты. Это, конечно. Но начинать было очень сложно. Но благодаря энтузиазму коллектива ни один не роптал. Ни один никто не сказал, что я не буду это делать. Мария Дмитриевна, тогда казалось, что это не сложности, это данность. Это да, это так надо было принять. Но я хочу сказать, что когда уже начали, вот Григорий Дмитриевич сегодня говорил об этом, о том, что это эпоха, новая эпоха, он сейчас расскажет немножко, он лучше расскажет, что это новая эпоха для наших музыкантов, для наших исполнителей гагаузских песен. И теперь у нас в архиве столько всего гагаузского, чего не было тогда. Григорий Дмитриевич, расскажите. Григорий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, об этих нетускнеющих хитах наших гагаузских артистов. Я вот помню, как сейчас очень легко, да, сейчас телька можно делать. Тогда записываем кассету, машину бегом на вышку, запускаем, ждем там, обратно кассету. Одна кассета. А потом переписываем и готовимся на утро. История одной кассеты. Мы готовимся опять на утро, должны запуститься, опять утром повторять. То есть это было сложно, трудно, но это было интересно. Мы были моложе, были энтузиасты, так скажем. Поэтому нам было интересно работать, вместе нам было интересно работать. Коллектив был слаженный, рабочий. Ну, не без эксцессов, но в основном ребята мне нравились. Я не знаю, как я им нравился, потому что я иногда был и судя по тому, жестким. что вы сейчас у нас в студии, да. вы всем и нравитесь. было нормально, да. Но я хотел сказать вот уже о том, что развитие гагаузского радио развило гагаузскую музыку. Вот было сказано, что тогда у нас не было, нечего было включать. Включали, вот была у нас такая вот передача, вечером запускали, и люди поздравляли друг друга с днем рождения, соседей, так далее, с праздником и так далее. И мы всегда пускали, ну, русские, советские песни, советскую эстраду. Гагаузских песен не было. Хотя люди просили и гагаузские песни. У нас была одна кассета там какая-то, Селенсо, и больше ничего не было. И вот это, я скажу, что вот развитие гагаузского радио привело к тому, что появилось очень много авторов гагаузских песен, гагаузских стихотворений, музыки гагаузской. И оно стало, сейчас мы видим, что, ну, может быть, не насыщенно, но очень много, есть чего выбирать. Есть, появилась целая плеяда гагаузских исполнителей, и как музыкантов, так и авторов песен, которые дают такой богатый материал для гагаузского, для развития гагаузского языка. И он у нас, я уже, видите, я уже говорю, у нас. Он есть на нашем радио, на телевидении, и мы имеем сейчас свою возможность это запускать в эфир, для того, чтобы люди слушали не только в Гагаузии, но нас слушают и в России, и в других государствах. И люди, вот эти кассеты, когда появились, первые, я помню, Пети Петковича и других авторов, когда появились, то приезжали с России и сразу спрашивают, есть, да где записать? И я знаю, своих друзей проводил сюда. Как, на радио? И я туда попаду, конечно, я же директор. Мы попадали сюда, записывали диски, люди брали с собой, езжали. И таким образом мы распространяли гагаузскую музыку везде. Но я хочу сказать, что еще были сложности. Катюша хорошо помнит, когда приехали два представителя в 2002 году и сказали, что новостями, авторские программы, авторские, но вы должны иметь прямую связь с радиослушателями. Да. Как? Это посредством интерактивных программ. Да, интерактивных программ. Кто сядет? Парфенова сядет.
Все. И вот все новшества ложились как-то на меня, и я начинала. Но что самое интересное было? Это сейчас мы уже садимся в эфир, в любую программу и говорим спокойно, как гагаузы говорят, бол-бол. Да, свободно. А тогда, я помню, мы каждое слово записывали, и этот листочек держали, и дрожали, чтобы правильно было. И сами учились гагаузскому языку, и говорили уже. Но потом постепенно от листочков. Я вот даже смотрю сейчас, наша молодая, уже 6 лет работает, Зинаида Ефремова, она тоже садится в эфир и уже даже без листочков может говорить. А тогда это было очень сложно. Я помню, Галина Ивановна Моресева работала у нас корреспондентом, и такой казус произошел. Я говорю: Галь, завтра твоя очередь сесть в эфир. Она села, начала говорить и заикнулась, и застопорилась, и вышла и написала заявление на увольнение. И она говорит: я не могу. Помнишь, Катюша, этот случай? Она говорит: я не могу, это так сложно, это так ответственно, это так сложно. Ну, а теперь вот вы говорите рост радио. Это тот человек, а со стороны у нас была, вы знаете, эту известную личность Гагаузии, которая говорит: что там на гагаузском радио, зашел, поговорил. И так волей судьбы случилось, что она пришла к нам на работу. Она 2 раза вышла в эфир и сказала: не, девочки, вы меня извините, но я такие стрессы не могу, это самое перед... Она уволилась и ушла на свою... Теперь, конечно, если сравнить... Вот я понимаю, хорошо, вы идете хорошо, Мария Дмитриевна, спасибо. Теперь сравнить, конечно, то радио, которое было, когда мы пришли, и сейчас радио. И я точно уверена, что через 25 лет, когда придут другие, тоже скажут: 25 лет тому назад то было вот такое радио, а вот сейчас такое вот радио, да. Ну, кстати, реплику скажу, она все мечтает вернуться снова сюда, на это мы о той истории. Екатерина Михайловна, вот для вас, что стало поворотом в истории радио? Может быть, какой-то... Ну, наверное, он еще не произошел. Ну, дай бог, чтобы он такой кардинальный не произошел поворот, но все же. Даже начав программу вести в ТВ-формате, все равно я еще не считаю, что у меня перелом произошел, в смысле, на этом уровне. Я что вспомнила, что вот Мария Дмитриевна напомнила об этих прямых эфирах, но не только вечерние эфиры, да, вот когда мы садились поздравлять, радовать людей, смех и радость мы несли нашим людям. Вот. Кстати, мы информации собирали, и в прямой эфир выходили, то есть мы во всех жанрах практически побывали. Работали. Вот, возвращаясь к еще одному, проведение политических дебатов. Да, это было в начале между нулевыми и 5-10 годами, уж не помню уже, какие годы были, но есть у нас 2 постоянно действующих, часто действующих лица, которые баллотировались на пост Башкана. И вот, сидя в эфире, да, вот тут, Марья Дмитриевна, действительно никаких шпаргалок нельзя использовать, потому что не знаешь, что скажет человек, да, это. И вот один из них говорит, то есть уличил меня в том, что я проявляю лояльность к одному из кандидатов. В свою очередь, оппонент говорит о том, что, потому что я же моложе. И вот сидишь такая себе и думаешь, что вы, уважаемые господа, и даже сейчас. Вы все для нас одинаковы ко всему, ко всем. Каждому из вас мы проявляем особое уважение, потому что каждый из вас есть особенная личность. И поэтому никаких предпочтений для кого-то мы не делаем. Уж будьте в этом уверены. Давайте еще подчеркнем, особенно по одежде, да, в цветовой гамме. А то последние вот эти наши замечания, да, что ведущая была одета в цвет той или иной партии, немножко такой диссонанс у нас возникает. У нас, у телевизионщиков, я говорю, у вас, наверное, не всегда все видно по ту сторону экрана, да. Мария Дмитриевна, еще один вопрос я все-таки задам вам. Вы не просто основатель, человек, который, вот, засучив рукава, стал работать во благо для того, чтобы оно было, для того, чтобы оно существовало, наше радио. Ну и все-таки вот как вам удается балансировать? Получается, свекровь непосредственное отношение имела к радио. Супруг тоже. И, насколько я знаю сейчас,
для нас, для всех, ваша семья — это такой пример, как можно балансировать между работой и семейными отношениями. Да, у нас на ТВ есть такие примеры тоже, есть семейные пары. Но вот все-таки ваш пример — это такой вот всему голова для нас, и в первую очередь такой факел. Вы знаете, я вообще не хотела быть журналистом, и для меня журналистика это было очень легко и очень доступно. Я просто думала, ну что такое журналистика? Я в школе всегда на отлично писала сочинение. Взять, сесть, написать сочинение. Но так получилось, что волей судьбы, когда я уже вышла замуж, моя свекровь, я как раз была безработная, и моя свекровь говорит: ну, Маш, давай попробуем, у тебя красивый голос, давай попробуем тебя на радиодиктора. Ну, я так чисто, чтобы... Ну, ладно, свекровь предложила со временем. Я вообще... Куда денешься? Да, я вообще хотела быть криминалистом. Ничего себе, Мария Митрофановна. Да, и я очень хотела, да, быть Ну, криминалистом. это чуть-чуть близко. И даже в Свердловск летела и сдавала экзамен на криминалистом, но это отдельная история. И, короче говоря, и когда она мне говорит, вот нужно поехать в Кишинев, потому что корпункт был в Камрате, и нужно пройти там аттестацию. Я приехала в Кишинев, там все говорят на молдавском языке, и Юрий Иванович Табырцев мне говорит: вот тебе Молдова, социалисты, газета, на молдавском языке я читать не умела. Думаю, ладно. Но я туда приехала и думаю, из-за уважения к свекрови я приехала, ну дай бог, чтобы меня не приняли, я не хочу, и для меня это неинтересно. И там стоял, знаете, такой интересный компьютер, ну, наверное, может быть, 1/4 часть этой комнаты. И тогда же такие большие были. И я должна была сесть и прочитать эту газету в этот микрофон этого компьютера. И я села, прочитала и вышла с надеждой, что я уеду домой, они мне ничего не скажут. Но Юрий Иванович Табырцев сказал, что ваш голос идеально подходит под дикторский, мы вас берем на работу. И вы знаете, может быть, я даже не стала бы таким журналистом, который я есть. Спасибо хочу сказать покойной Нине Серафимовне Голобородько. Я пришла, и она мне дала статью написать про ЖБИ. Я ее писала 4 раза. И первый раз она даже не посмотрела, выбросила в урну. Второй раз так пробежалась. И третий, четвертый. Я пришла домой и сказала мужу, говорю, я не буду, говорю, туда идти, надо мной измываются, надо мной т-т-т. Он говорит, ну попробуй 3-й раз написать, ну попробуй 4-й, посмотришь. И потом она моей свекрови сказала, я свекрови сказала, она надо мной измывается. Свекровь ей сказала, она говорит, ты знаешь, говорит, я попробовала, насколько ей хватит терпения, потому что журналист должен одну и ту же тему написать с 8 подачей. И вот у нее 4 получилось. Я ее взяла на работу. Вот так я стала журналистом. Ну, а что касается вот семьи, во-первых, моя свекровь работала на почте, и Слава с 8 лет ходил и включал радио, потому что свекровь имела как женщина работу. Ну и, во-первых, а во-вторых, ему это было знакомо, и когда уже здесь он помогал, вот Григорий Дмитриевич знает, он помогал, и он знал все перипетии, но я хочу сказать, не совру, вот Катя знает, больше всего он от меня получал. Еще бы. Это точно, это факт. Он всегда говорил, вот ты никому никогда не делаешь замечания, ты со всеми хорошая. А вот как ко мне приходишь, почему программа вовремя не записана, говорит, срываешься на мне. Он со своих всегда больше требует. И я хочу сказать, что ребята, которые сейчас работают, это небо и земля. Здесь сейчас на кнопки нужно нажимать. Он не вставал оттуда с утра до вечера, он вставал иногда весь ног. Да. И благодаря ему мы имели тот фонд музыки, который мы не имели, потому что он брал чистые кассеты и ходил, договаривался в магазине «Кодекс». Спасибо Бессараб Екатерине, Да, которая, и Владимир Бессараб. да, который отдавала нам утром эти диски с музыкой, потому что они их продавали. Мы их переписывали на чистые диски, а вечером мы ему отдавали. Мы ни копейки за это не платили. И вот таким методом мы пополнили архив. Но я хочу сказать, что в этом плане нет проблем. Мой муж всегда меня понимал и понимает. И ну, нет никаких проблем в этом плане. Поэтому... И как это здорово, Мария Да, Викторовна. и это здорово, да. Такой вопрос неожиданный. Как вы считаете, изменилась ли аудитория за 25 лет? Конечно. Конечно. Конечно, И почему, да. и как? Понимаете, я вспоминаю первые годы, когда мы только стали выходить в эфир, люди еще не привыкли, что есть русское радио. Потом по чуть стали привыкать, стали по чуть звонить. Потому что кто-то хотел поздравить соседа, кто-то хотел знакомого и так далее. И
люди в основном стали привыкать. Почему? Сначала посредством этих поздравлений, потом мы организовали разные редакции. Один корреспондент писал про сельское хозяйство, второй писал про строительство и так далее. Таким образом, появлялись новые люди на радио. Их голоса звучали на радио. Стали люди прислушиваться. Вот. Радио, да. И вот так по чуть-чуть. И, конечно, сегодня из-за того, что радио сегодня вещает 24 часа в сутки, вещает очень много на гагузском, постоянно звучат гагузские песни, постоянно звучат, еще тогда в те годы ввели такую программу, читали, я помню, Мария Дмитриевна читала из книги Тарасоглу «Узун Керван». Роман. Роман. Потому что люди его не читали, потому что кто читал, я не знаю, кто читал, я его читал, я его прочитал на второй раз. Очень тяжело читается. Вот Мария Дмитриевна читала по кусочкам. Потом Андрей читала другое что-то. От Булгара, историю Булгара Гагуза и так далее. Вот таким способом мы приучали наших жителей к гагузскому языку, и что на радио будет звучать гагузская речь, она будет красивая, она будет доступна. И я скажу, что многие люди стали, когда потом лаетмя гагуща, ласашар лаетмя джалайдир радио да, гюзель. Анашипта, зечок, лафла, бездяртикан, и уля лафла гагузларда yok, да, налын сонар. Но люди работали, я знаю, что у нас были куча словарей, которые люди, перед чем как выйти в эфир, проверяли каждое слово, проверяли, как она звучит, как она... У нас же Гагузия маленькая, у нас 3 диалекта. Вулканецкий, Чадлунский и Камрадский. Как он звучит в Камрадском, не так звучит в Вулканецком районе. И это надо было все совместить и говорить так, чтобы поняли люди нас как в Вулканецком районе, так и в Камрадском и Чадлунском. Но я помню, когда Катя начала вести программу детскую, не совру, но это изумительная программа Там была. особенный подход тоже. Ой, я уже и забыла о такой Да, там программе. была детская программа, и главные герои были... Гази и Гузи. От Гази и слова Гузи. Гагаузия. Здорово. И это была такая программа, вот насколько я была взрослым человеком, но я всегда старалась ее послушать. Она была такая позитивная. Ну, мир детства — это совсем другой мир. И она старалась детскими голосами, и детей, и высказывания детей. Мария Дмитриевна, дети- можно я раскрою? Да. Пожалуйста. Я скажу, что героями этой программы были все те, кто работал на радио. Дети. Нет, именно мы, взрослые. Потому что Слава освоил программу, как делать взрослые Детские голоса голоса. детскими. Да. Ну, конечно, мы и привлекали и своих детей тоже. Это было просто Я видела этот первонаперво. архив, очень интересно. Екатерина Михайловна, сейчас для вас выходы в прямые эфиры, вы ведете эти программы, да, прямой эфир на канале ГРТ. Для нас кажется, что вот все легко и просто, что вы Каждый уже... раз, как в первый Да, раз. я это знаю, понимаю, но вот и вас знают даже телезрители, вам звонят уже, и вы их узнаете, конечно, уже с первой нотки, с первого первого звука, дыхания. да, кто находится на той стороне телефонного провода. Вот какие отклики слушателей были для вас самыми неожиданными или трогательными? Были ли, наверное, такие звонки наверняка? Ну, безусловно, были и трогательные, были и критичные, были, ну, самые-самые разные. Но в лицо говорят, конечно же, всегда хорошее. Вот, и, безусловно, это запоминается. Но за 25 лет очень много разных комментариев, разных откликов, отзывов. И не только в мой личный адрес, а вообще в адрес всего радио. Не знаю, может, те, кто работает не на радио, может, им корреспонденция приходила другая, совершенно критичная, так скажем, отрицательная. Но нам всегда говорили, что мы хорошо работаем, и они любят наше радио. А еще хочу сказать относительно аудитории, вопроса, который вы задали немножко раньше. Надо признаться, что аудитория изменилась. Изменилась и не в лучшую сторону. Я к тому, что и о количестве. Стало больше все-таки людей, которые слушают свою личную музыку в интернет-пространстве, и поэтому радио разве что в машинах. На улице уже меньше можно услышать радио. И тому свидетельство, что вот буквально пару часов назад я провела блиц-опрос с нашими горожанами, и молодые люди слышали о том, что есть Гагузское радио, но не слушают его. Вот такая вот
Что ведется... Печальная что тенденция. Что ведется на этом поприще, Мария Дмитриевна? Чем привлекаете, как привлекаете молодежь? Ну, во-первых, молодежь нужно, конечно, можно привлекать. Конечно, мы никогда не должны претендовать на том, что наше радио в нише всех этих масс-медийных средств будет на первом месте. Но мы очень рады, во всяком случае, я рада, что мы являемся одним-единственным тем радио, который действительно соответствует гагаузской идентичности. Мы говорим о наших людях. Нигде не говорят, ни в каком другом радио о наших людях не говорят. Язык. Мы говорим на гагаузском языке, мы вещаем на 3 языках. Мы, во-первых, ведем, может быть, конечно, дебаты или какие-то политические программы, их можно услышать в других масс-медиа структурах. Но мы делаем такие программы, ну где сегодня услышат Юринир с Гагаузделинда? Нигде. Где сегодня услышат историю нашего народа? Вот я рассказываю, булгар приходит и каждое воскресенье мне рассказывает о колонистах гагаузских, которые живут в Бразилии, где они сейчас в Бразилии живут, во-первых. Во-вторых, новости мы можем услышать везде, но в этих новостях, там новости говорятся 2-3 строчками, это посыл новостейного сюжета. Но нигде в новостях нет человека, который рассказывает о своих эмоциях, будь то спорт, будь то сельское хозяйство, будь то это. И мы и не должны претендовать на это. Потому что у нас есть, согласно нашего закона о радио и телевидении, свои непосредственные задачи. Информировать, обучать, развлекать и учить. Вот. Поэтому все равно гагаузское радио – это не под стать другим радио, и мы не должны на это претендовать. Но это не говорит о том, что мы не должны его развивать. Я расскажу один казусный случай. Когда мы начинали радио-интерактив-программы, звонит нам один человек. И, естественно, мы пытались их вывести на разговор на гагаузском, потому что говорили «поздравить этьме», и мы хотели «кутлама». Кутлама. Да, и учили одновременно. Но я помню, Вот тогда хорошо. я знала гагаузский язык. Сейчас не знаю. Вот. Но я помню, был такой казус. Что еще впереди, Екатерина Михайловна? Позвонил к нам человек. И я ему говорю: здравствуйте, на гагаузском говорю, я просто говорю сейчас на русском, чтобы все поняли. Я говорю: здравствуйте, чем вы сейчас занимаетесь? И он мне на гагаузском говорит: вот пасу таких овец, как вы. Да, в эфире на гагаузском. Может быть, он и не думал, что это будет во всеуслышание на радио, а может быть, он просто хотел немножко подтрунить над нами или подшутить над нами. Ну, я сказала такую фразу, говорю: спасибо большое, но наши радиослушатели сделают вывод, кто из нас овцы, а кто из нас чебаны. Он положил сразу трубку, но через 2 дня он пришел к нам и извинился. И вы знаете, вот это тоже наша задача нашего радио, что иногда нам неприятно, когда нам говорят что-то. Иногда нам неприятно, когда девочки выходят в прямой эфир, нас в чем-то обвиняют. Но со временем эти люди понимают, мы ведем себя чисто так, как того диктует деонтологический кодекс. Корректно, справедливо и соответственно. Может быть, они через некоторое время понимают и даже приходят, а потом звонят нам и говорят нам об этом. Конечно, не без таких осадков у нас проходит и у девочек, и у остальных, но это, как говорится, издержки журналистской работы. Благодарю вас, Мария Дмитриевна. Григорий Дмитриевич, Да. что добавите? Какие у вас есть замечания к сегодняшнему радио? Давайте так сегодня, скажем. знаете, Вы праздничный. уже сейчас Давайте. больше наблюдаете. Сегодня праздничный но всё день, не равно. будем говорить о Тогда давайте о замечаниях. хорошем. Ну, мне нравится Чем вас радует? сегодняшний радио, потому что я еду в машине всегда, мне всегда стоит, в первую очередь, гагаузское радио. Я знаю все новости с гагаузского радио, знаю, люблю это радио, слушаю музыку, мне нравится это все. И мне хочется всем работникам радио, и не только радио, но и телевидения, пожелать им здоровья, чтобы у них было настой работать дальше, делать больше программ познавательных, развлекательных, для того, чтобы привлечь все-таки нашего слушателя, для того, чтобы слушали наше гагаузское радио. Уважаемые телезрители, я хочу отметить, что сидящие сейчас в студии Екатерина Манита и Мария Парфенова являются заслуженными работниками телевидения и радио Гагаузии. Это почетно и важно. Скажите, пожалуйста, вот в каком году каждый из вас получил это звание? Наверняка помните, Екатерина Михайловна. Посчитайте, пока Мария Дмитриевна ответит.
Я расскажу о Кате. Вспомним. Я Давай, расскажу о Кате. В Вспомните. 2004 году Совет Европы, короче говоря, Сорос, фонд Сорос объявил для всех журналистов Молдовы конкурс в номинации «Новости. Журналистское расследование». И Ну, там много номинаций. там было Маргарита, да? много номинаций, но мы в этих двух номинациях. Ну, Катюша, она всегда такой скромный человек, что она не хочет, она вот зачем, на-на-на-на-на-на. Ну, короче говоря, я подала на журналистское расследование, а ее материал, я помимо ее воли, я только ей сказала, что подам, и Так и подала было. ее новости, отвезла сама в Кишинев и подала. Ну, мы поехали на номинацию вручения, в шикарном зале были, я не помню, но когда объявили, что первое место журналистское расследование, честно говоря, я встала и села, потому что я не могла идти. Для меня было очень волнительно, что все-таки целый фонд Сорос и всех журналистов Молдовы выбрал радио Гагаузии в журналистском. Но когда и в номинации «Новости региона» объявили Катину фамилию, короче говоря, мне было очень... Так, вот кто первый открыватель. Да. То есть Кирсову есть кому гордиться, Екатерина, а вы Конечно, скромны, мы столько не знали. я относительно Мы-то думали, своего что там родного другие села герои, а могу так- сказать, что это люди, которые являются очень трудолюбивыми и всегда, везде, во всем. Ну, как мы сейчас хорошо утерли нос, надо еще отметить, что Екатерина Михайловна буквально несколько лет назад, либо год назад, да, вы стали почетным жителем своего населенного пункта. Я и об этом. Вот я помню, я просто Так и было. этот материал готовила я, Екатерина Михайловна. Она Спасибо, заслуженная Ирина. журналист. Спасибо, да. Ирина. Она что заслуженный напомнили. журналист. И действительно, Катюша очень много большой вклад внесла, и не только она, все наши, начиная от всех тех людей, которые вот работают на радио, тем или иным внесла. Она заслуженный журналист. Я идейный вдохновитель. Да. Маргарита. И она может вовремя подать идею, она может вовремя и пресечь ее, если этой идеи нет будущего. Вот мы видим будущее, а она не видит будущее. И вот она может вовремя нас остановить, и это хорошо. Но я хочу сказать, что журналистам, вот будь то нам, но нам, наверное, уже поздно, потому что мы уже состоявшиеся, Ну, не и надо, заслуженный не бывает журналист. поздно. Я говорю, и заслуженный журналист Молдовы, и Гагаузии, и все. Но молодым журналистам нужно пробовать себя везде и всюду. Везде и всюду. И я никогда не забуду, когда объявила Россия конкурс на народного корреспондента России. И я это послушала, и пришла домой, и мой муж опять говорит, ну подай, что тебе, у тебя есть хороший материал, подай. И я подала его. Какой это был материал? О Маргарита? нашем доме престарелым было. Ничего О доме себе. престарелым, да. И я его выслала, и нас пригласили туда, и девушка, которая там раздает эти бейджики, она говорит, а вы, Мария Парфенова, они даже толком не могли выговорить с Гагаузии, они мне сказали с Молдовы. Я их поправила, говорю, я не с Молдовы, я с Гагаузии. Принципиально для Да. вас было, да? Для меня было это принципиально. И она говорит, а вы не выходите из зала. И вот что значит, я услышала, но мне стыдно было второй раз подходить к ней, спросить. Она мне не сказала, не выходите из зала, или входите в зал, или что. И я не выходила. Но когда среди 197 стран я вошла в число 6 журналистов, которые заняли это, из бывшего постсоветского пространства была только Армения и Молдова. Меня все-таки подписали Ничего себе. Молдовой, не Гагаузией. Ну, Молдова. Да, и я хочу сказать молодым журналистам, пытайтесь и пробуйте себя. Везде и всюду. Таким образом вы узнаете, на что вы способны. Сколько лет назад это было, Мария Дмитриевна? Это была Катя. Это была Екатерина Федоровна Жекова. Я это очень хорошо помню. Она Ну, руководила. сколько лет это приблизительно назад? Ну, лет 10. То есть приблизительно в этот отрезок Да. времени уже Да. тогда звучали рассказы о нашей Гагаузской автономии Да, России, да, да, да. о нашем доме престарелых. Марья Дмитриевна, ну звучали они и в Чечне, если помните, да? Да, мы Так, кстати, были с Катюшей в Валентина Чечне. А ну-ка, Валентина подробнее, Это Даниловна Катюша и пусть- Анна Харлампьевна. Пусть Катюша расскажет про Харламенко, Чечню. Вот, тоже стали Кстати, номинантами. сколько секретов, хорошо, что сегодня случилась эта Ну, программа. это не было секретом, потому что тогда мы говорили, вот, к сожалению, к моему горькому стыду, вернее, к горькому сожалению и стыду, я не помню эти годы, какие были конкретно. Думаю, что Валентина Даниловна подскажет. И тогда, да, на сцене Грозненского какого-то
учреждения. Мы также выступали, высокого да. Мы принимали участие в конкурсе «Золотое перо» памяти Кадырова. И каждый из вас стал номинантом. 2013-2014 год это Да. был. И вы Спасибо, привезли в Григорий. Гагаузию. Да, мы привезли золотые перья. Да. Ничего Да, себе. да, золотые перья. Даже Валентина Даниловна мне это не рассказывала. я не Это говорит знала. о скромности нашей. Да, да, да. Какие вы О все скромности скромные. сотрудников ГРТ. Да, поэтому я хочу сказать, молодые должны везде и всюду пробовать свои силы. И сейчас для чтобы- этого условий значительно Да, больше. да. И действительно, безусловно, надо пробовать. Присоединяюсь, Марина. да, надо пробовать. Буквально пару минут у нас еще осталось эфирного времени. Все-таки есть у меня такой еще вопрос к вам. Время идет. Сейчас существует... Мы находимся в эпоху развития интернета, в эпоху развития подкастов различного рода. Как вы думаете, какое будущее у нашего Гагаузского радио? Если можно, вот так кратко каждый из вас. Я хочу сказать, твердо и уверенно хочу сказать, что аналогов нашему Гагаузского радио нет. Знаете почему? А я не ожидала другого ответа от вас. Потому что только на Гагаузском радио звучат радиопрограммы на гагаузском языке. Может быть, они где-то новости, там еще какие-то авторские. Но чтоб согласно эфирного времени из 24 часов такой процент звучал на гагаузском языке, этого нет нигде. Может быть, есть временные проекты, которые способствуют звучанию гагаузского языка. И дай бог, чтобы они были больше. Потому что я не говорю, что вот мы непревзойденные или какие-либо. Но мы эфирное время, большую часть эфирного времени стараемся заполнять гагаузскими программами. Причем гагаузскими программами различных жанров. Да. Не просто новости, но и диалог в студии, Ренир из Гагаузии, утренняя программа «Бугюн», программа интерактива. И я буду очень рада, что если у нас в Гагаузии появятся такие радиостанции, которые будут делать упор именно на развитие гагаузского языка в различных жанровых программах. Да. Благодарю вас, Мария Дмитриевна. Что вы скажете, Григорий Дмитриевич? Я согласен 100% с Маритиной, потому что как звучит наше радио в Гагаузии, оно больше нигде не звучит, и больше нигде оно не звучать не будет. Скажу так, какое бы ни было время, какие бы ни были новые новшества со стороны техники, но никто не отменял, когда человек рассказывает о своей истории, о своей идентичности, о своей музыке через эфир. Я думаю, что он будет звучать всегда, и люди, мы с вами сейчас видим, что люди гагаузы, имеется в виду наши соотечественники, которые проживают в других странах, они всегда будут искать, слушать гагаузское радио. Ну, я завидую оптимизму Григория Дмитриевича, Это конечно. здорово, что да. Но надо смотреть, конечно, более реалистично в будущее, потому как уж очень много и интенсивно развиваются современные технологии. Газеты тоже некогда говорили о том, что будут жить всегда, да, Григорий Дмитриевич? К сожалению, сегодня бумажные носители, о них можно просто забыть. Слава богу, остались еще художественная литература и научная. Вот. А относительно радио, когда я говорила о том, что мало людей стало слушать радио, я не говорила конкретно о гагаузском радио, вообще в целом о радио. Но думаю, что у гагаузского радио все-таки больше шансов остаться на плаву и больше возможностей и подольше порадовать своих слушателей. Во всяком случае, если молодые люди нас не слушают, то у нас есть постоянная аудитория. Это люди, которым 50 плюс, скажем так. Да. Вот. И спасибо вам, люди, спасибо вам огромное, наши любимые слушатели и зрители, потому как ваша поддержка, безусловно, нам нужна. Причем все 24 часа в сутки. Поэтому призываю и сейчас. Оставайтесь с ГРТ. И, как говорит Ирина, сейчас вместо нее скажу, с нами интересно. Вы знаете, для нас самая большая оценка, когда люди звонят в сел и говорят: «Гагаузское радио – это мой друг, я с ним просыпаюсь и стою, потому что я одинокая».
Или с Чокмайдана есть женщина, она говорит, когда гагаузское радио не работает, если эфира нет, говорит, все, у меня начинается депрессия. Она инвалид, она говорит, это радио для меня. И когда начинаешь понимать, что хотя бы одну маленькую такую толику мы можем принести какому-либо человеку, для нас это очень много значит. Для нас это много очень значит, потому что мы не должны рассчитывать на молодежь. Учитывая все современные технологии масс-медийные, мы должны ясно и четко понимать, что молодежь, конечно, она в интернете. Молодежь, конечно, она через какие-то другие, площадки какие-то, что-то другое смотрит, чем-то другим-то занимается. Но люди, которые в селах, и люди, которые вот действительно для них является вот этот транзистор, вот эта радиоточка является для них Лучиком другом, света, лучиком да. света. И ради одного такого человека нам стоит. Надо работать. Кстати, Вы- дополню, да, да, что да. именно благодаря нашим программам, вечерним интерактивам, появился такой вот неологизм «радиоподруги». Да, вы что? Да, потому как есть слушательницы, постоянные слушательницы из разных населенных пунктов автономии. Да, вот таким образом они познакомились посредством гагаузского радио, передают друг другу приветы, передают друг другу музыкальные послания. Считаю, что это просто потрясающе. И это хорошо, когда есть эта обратная связь. Да, и еще одно, то что посмотрите, гагаузская музыка. Вот Да. куда приходит впервые для того, чтобы На радио. презентация музыкального клипа состоялась? Конечно, к нам на радио. Конечно, и эти песни Отсюда они звучат. все взяли жизнь, И отсюда отсюда, взяли. да, отсюда они Почти большую жизнь. старт у них происходит. Поэтому не зря мы работаем. Конечно, нам есть куда расти, но не зря работаем. Это 100%, что не зря, потому что для кого-то вы лучик света, для кого-то вы тот самый ориентир. Кто-то с вами проводит свои грустные моменты жизни, кто-то с вами проводит счастливые моменты жизни. Ваши голоса звучат для всех по-разному, но одинаково тепло. И я уверена, что вы оставляете частичку себя в каждом сердце жителя гагаузской автономии очень отрадно, и страны да. в целом. Это действительно отрадно. И самое главное, Мария Дмитриевна, что вы никого не оставляете равнодушным. А это дорогого стоит. И я хочу сказать, вот, что люди говорят, гагаузское радио, гагаус радио сусюлиде. Да, да. Вот гагаус Мнение, радио да. сусюлиде. С вашим мнением считается. Да, а это Да, говорит да. о том, что Это уже доверие к авторитет. нам. Это авторитет. А это уже есть доверие к нам. Потому что, оказавшись в какой-нибудь каком-то либо кругу людей, не друзей, не обязательно, вернее, друзей, Не обязательно единомышленников. и не обязательно абсолютно, то всегда спрашивают тебя, что сказал что будет завтра, к примеру. То есть именно у человека, который работает на ГРТ, почему-то вот для многих кажется, что это вот человек, который вот скажет, как было, как есть и как будет. Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас. Я желаю, чтобы ваши глаза всегда так блестели, чтобы вы не теряли энтузиазма, чтобы у вас был всегда неиссякаемый источник энергии. Самое главное, будьте здоровы, подольше с нами, и чтобы наша компания, телерадиокомпания ГРТ, как можно дольше существовала, и мы будем вместе отмечать любые даты. Спасибо. Все, всего хорошего. Хотите что-то добавить, Екатерина? Да, я хотела сказать, что вы обязательно увидите, может быть, услышите комментарии к этой программе, что гагаузское радио, гагаузское телевидение и говорите на русском. Окей, это очень знакомая и очень популярная фраза. Но сегодня такой вот состав, когда мои коллеги пошли на то, чтобы говорить на русском лишь потому, что здесь я, не говорящая на гагаузском языке. Поэтому огромное спасибо, что сегодня были И вместе со давайте мной и отметим, поддержали. Екатерина Михайловна, что буквально час назад закончился эфир на гагаузском языке на радио нашем, где наши уважаемые гости, помимо меня и вас, говорили на родном гагаузском языке. А для тех, кто не владеет достаточно хорошо, чтобы понять историю создания и всякие интересные моменты, они посмотрят нашу программу Да. «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Нет никакой разницы. Главное, чтобы мы все оставались людьми. Да. Спасибо. Я еще раз вас благодарю. Будьте здоровы, будьте как можно дольше рядом с нами. Уважаемые телезрители, как сказала моя коллега, оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Но я все-таки хочу еще раз произнести фамилии гостей, которые находились у нас сегодня в студии. Это Екатерина Манита, моя коллега, Мария Парфенова,
также моя коллега, и Григорий Арадов, экс-руководитель телерадио Гагаузии ГРТ. Мы всегда рады видеть вас. Будьте всегда с нами как можно дольше. До встречи. Всего хорошего.